Нарский эпос теперь можно прочитать и на персидском языке. Переведенные экземпляры представили в Москве во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. К презентации по видеосвязи присоединились и представители власти, а также научного сообщества из Ирана и Северной Осетии. Продолжит Марина Караева. 500 экземпляров книг осетинского нардского эпоса теперь на персидском языке. Над переводом совместно работали ученые Северной Осетии и Ирана. Во Всероссийской госбиблиотеке иностранной литературы в Москве состоялась ее презентация. Мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики Иран в России Казем Джалали и в Рио заместителя председателя правительства республики, полномочного представителя Северной Осетии при президенте страны Борис Джанаев. Иран и Республику Северной Осетии Алания связывает большая история, у нас очень много общего, у нас одна языковая группа и множество схожего у наших народов имеется. Я хотел бы отметить, что несколько лет назад в рамках большой конференции «Иран-Северный Кавказ», которая проходила на территории нашей республики, было достигнуто очень много договоренностей, соглашений. Это в области бизнеса, в области туризма, в области культуры, спорта, образования. 400 книг полпред Борис Джанаев передал Исламской республике Иран для того, чтобы направить литературу в профильные вузы и учреждения. 100 книг находятся в Осетии для распространения по республике и по ведущим центрам иранистики. Посол поблагодарил представителей Северной Осетии за огромную работу, которую они проделали при выпуске книги. Это на самом деле мифология, это эпос, и это выражение эпосов и мифов, существующих в Северной Осетии. И мы знакомы с этим явлением. И вы знаете, что в персидской культуре и литературе у нас есть шахнаме, книга царей. И там тоже есть эпосы, и они определяются, что за эпос. И там на самом деле превращается в некую человеческую и социальную ценность. Во Владикавказе спикеры символично собрались в Центре иранской культуры и языка фарси Северо-Осетинского госуниверситета. Как отметил в Рио министр республики по вопросам национальных отношений Аслан Цуцев, сейчас активно развиваются научные и культурные связи между Северной Осетией и Исламской республикой Иран. Достаточно большая, непростая, интересная работа была проведена. С иранской стороны потрудились два переводчика, которые переводили. С нашей стороны были подобраны тексты, самые интересные, самые важные для понимания нартовского эпоса. В течение нескольких лет последних довольно интересные гуманитарные контакты имеются с Ираном, с научными, образовательными учреждениями Ирана. И вот это очередной такой шаг в развитии вот этих интересных культурных, гуманитарных контактов с Ираном. После официальной части презентации в библиотеке состоялось выступление иранской традиционной музыкальной группы «Аин», которая познакомила гостей с национальной культурой. По госпрограмме «Национально-культурное развитие остинского народа», которую реализуют в республике, уже запланирован перевод на остинский язык поэмы «Шахнаме». Активно развивают академические связи с Ираном Северо-Осетинский госуниверситет. Проректор по научной работе СОГУ Берта Туаева напомнила, что сегодня вуз взаимодействует с университетом имени Алламе Табатабаи и Тегеранским университетом. Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Марина Караева, Азамат Кудзагов. Новости Осетии.